Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Эти строки великой поэтессы Анны Ахматовой о том времени, которое коснулось ее самым трагическим образом. Муж Николай Гумилев был расстрелян, сын Лев Гумилев арестован. Но не только ее одну, очень многих, в той или иной степени всех, коснулся этот страшный период сталинского террора конца 20-30-х годов, апогеем которого стала эпоха Большого террора 1937-38. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Целые семьи, лучшие, самые талантливые представители интеллигенции были уничтожены в тот период. Мы вспомним сегодня о семье музыкантов Рифатовых. Музыковед Аркадий Кончевский в начале 20-х годов в статье «Музыка крымских татар» написал: Народных певцов Крыма, хранителей и носителей старой песни, народных музыкантов осталось крайне мало. Всего несколько лиц. Умрут они и унесут с собой навсегда и остатки материалов по народному творчеству, которые служили бы ценным вкладом в общемировую культуру.